на предприятии существовал товарищеский суд. И некоторые, очень часто у нас проверки были. Это сейчас, когда проверки, сейчас, вернее, ситуация немножко другая, но да, поддержку малого бизнеса, значит, снижение административных барьеров и так далее. Вот поступила жалоба в Роспотребнадзор. Для того, чтобы выйти, проверить этот магазин, Роспотребнадзор сегодня должен согласовать эту проверку внеплановую с прокуратурой. Значит, доставляет ли это особые какие-то опасения здоровью граждан, выходить или не выходить? Прокуратура скажет нет, и Потребнадзор не пойдет. Если даст согласие, то Потребнадзор выйдет с проверкой этого объекта. Более того, они должны предупредить, что мы к вам идем с проверкой. Если запланирована проверка на сегодня вот этого предприятия, то в графике, в планах работы Потребнадзора за год вывешен этот график. Мы знаем, когда придут. Естественно, мы подготовимся. Предпринимательское сообщество, оно такое сегодня продвинутое. Очень многие закрываются на момент проверки, если такое. Тогда этого не было. И тогда проверки были все внезапные. Никогда не знаешь, когда к тебе придет, кто придет и с какой проверкой. Поэтому любая проверка, она должна была чем-то закончиться. Если есть нарушение, значит, на это нарушение реагировали. Одним из таких форм реагирования были товарищеские суды. Это было на местах. Я очень хорошо помню, магазин этот у нас был в районе теперешнего Парижа, когда мы судили товарищеским судом за то, что был обнаружен этот обсчет в 1 копейку. И что стало? Какое наказание? Ну, товарищеский суд мог порицание, лишение премии рекомендовать, понижение должности рекомендовать, но это морально. Это было очень сложно, потому что тебя судили твои товарищи.